О героических поступках надо говорить во всеуслышание, но иногда, спустя десятки лет, всплывают удивительные истории, о которых раньше почему-то предпочитали молчать. Дискюнский телеканал «Тамыр» решил сказать о словецких юнгах. Знаете таких? В Республиканском музее боевой славы состоялась презентация документального фильма Дискюнского телеканала «Тамыр» «Школа героев. Словецкие юнги». В нем рассказывается история мальчишек из Башкортостана, которые в годы Великой Отечественной войны отправлялись на учения в Северное море, чтобы стать высококлассными моряками. Им тогда было по 12-14 лет, поэтому особо о такой школе они распространялись. Какой опыт ты получил, снявшись в этом фильме? Во-первых, я до этого момента, до съемок, я толком не знал, кто такие словецкие юнги. На самом деле это очень поразительно, ведь это мои ровесники, это мальчишки, которым 12-13 лет, и они, получается, пользуются военной техникой, строили землянки, и какие только они подвиги не выполняли. Каково было рассказывать об этих фактах, об этих трогательных моментах? Получается, я полностью проникался этим. Конечно же, это, во-первых, такие великие слова, великие подвиги, об этом говорить это одно удовольствие. Ведущий Алмаз Тагир, режиссер Айгуль Малбаева, журналист Татьяна Никитина. Они по крупицам собирали информацию о той школе, в которой готовили помощников на военных кораблях. Из-за того, что школа долгое время была засекречена, данных о ней катастрофически мало. К примеру, даже неизвестен тот факт, сколько ребят в ней отучилось. Среди этих словецких юнг в первом потоке были наши ребята из Башкирии. На премьеру фильм приглашены ветераны Великой Отечественной войны, моряки, воспитанники морского центра и ученики школ. Какой вывод ты сделал, посмотрев этот фильм? Честно говоря, многое то, что я посмотрел, я не знал, и очень много извлек из данного фильма. И был довольно-таки потрясен тем, что ребята возраста намного меньше моего, даже уже были настолько смелы и патриотичные, дав жизнь за Родину. Что тебе понравилось в этом фильме? Концепция данного фильма была потрясающая, то есть как, скажем так, режиссер поработал над ним. Очень много фактов, которые были переданы с уст, скажем так, тех, кто участвовал и так далее. После окончания школы юнги, учившиеся на Словецких островах, становились рулевыми, сигнальщиками, матросами, радистами, боцманами. В этом фильме рассказаны не все истории юнг из нашей республики. Авторы попытались донести до зрителя самые яркие и значимые моменты того сложного времени. Сколько страниц в вашем учебнике истории? Представляете, это только малая часть тех фактов, которые заслуживают, чтобы их знали все. Диана Главашева, Руслан Бигбаев, специально для «Грады новостей».